Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Одной из приоритетных задач, которые стоят сейчас перед руководством республики, является обеспечение транспортной доступности региона. О том, как можно охарактеризовать ситуацию на сегодняшний день и какие планы на ближайшее будущее. На эти и не только вопросы мы попросили ответить министра транспорта и дорожного хозяйства республики Владимира Сивцева. Владимир Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Транспортная доступность всегда была для Якутии одной из главных проблем, мешающих социально-экономическому развитию региона. Если очень коротко, как можно охарактеризовать ее сейчас на сегодняшний день? Значит, всего у нас в республике круглогодичной транспортной доступностью обеспечено только 21% от населения республики. Но с вводом Ленского моста, с вводом еще 4 мостовых переходов по федеральной автодороге Вилюй и Колыма, мы ожидаем, что транспортная доступность населения достигнет показателя 83%. Что касается других видов транспорта, то сегодня у нас в рамках развития дорог и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется довести до нормативного состояния 23,5 километра дорог городской агломерации город Якутск и еще 335 километров автомобильных дорог регионального значения и 122 километра местных дорог местного значения. В водном транспорте, как вы знаете, активно реализуется проект строительства высокотехнологичной Жатайской судоверфи. Сегодня в рамках госпрограммы развития Арктики из федерального бюджета предусмотрено порядка 4 с лишним миллиардов рублей, и проект на сегодняшний день активно реализуется. Более того, находится под постоянным и пристальным контролем руководства правительства. Если говорить об авиасообщении, то, как вы знаете, у нас на сегодняшний день 16 аэропортов включены в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. На сегодняшний день идут работы по реконструкции, начались работы по реконструкции аэропорта Верхневилюйский, аэропорта в городе Нерингри. У нас планируется также реконструкция взлетно-посадочной полосы в городе Якутске. Сегодня там завершаются дополнительные проектные работы. И вот недавно были подведены итоги конкурса по определению подрядной организации реконструкции аэропорта Мирный. По железной дороге у нас, как вы знаете, в прошлом году было открыто регулярное пассажирское сообщение, и сегодня работа по повышению пропускной способности железнодорожной линии Беркакит-Томот-Нижний Бестях также продолжается. Вот буквально недавно мы на уровне правительства приняли дополнительные решения для привлечения еще 750 миллионов рублей на проведение данных работ акционерным обществом железной дороги Якутии. Безусловно, самые труднодоступные в транспортном отношении – это северные и арктические районы республики. Недавно была принята стратегия развития арктической зоны до 2035 года. Что она предполагает в плане именно развития транспортной доступности этих районов? Да, действительно, вышел комплексный документ «Стратегия развития арктической зоны республики». Согласно данному документу мы определили для себя планы по развитию в целом транспортной инфраструктуры, развитию и обеспечению всеми видами транспорта 13 наших муниципальных районов, входящих в эту зону. Но, кстати говоря, хотелось бы сказать, что вот в конце сентября, 27-28 сентября, пройдет Северный форум устойчивого развития, форум мероприятия международного уровня, где будет как раз основной темой
обсуждаться тема развития транспортной инфраструктуры в арктической зоне. В целом хотелось бы сказать, что по арктической зоне в части автомобильных дорог мы планируем в ближайшее время реконструировать дороги Аннабар, Яна, Верхояне и Себян. Значит, у нас будут реконструироваться, как я говорил ранее, аэропорты. И, соответственно, уверен, что сегодня мы отдельно рассматриваем вопросы проведения, значит, дноуглубительных работ и обеспечения дополнительными судами, значит, мероприятия по северному завозу и, соответственно, навигации, которая у нас проходит ежегодно по северным рекам. Ну вот в прошлом году, в сентябре, во Владивостоке на Восточном экономическом форуме полпредом Юрием Трутневым были озвучены идеи по созданию региональной дальневосточной авиакомпании. И вот в эти дни по поручению руководства страны Минтранс России должен сформировать предложение по созданию этой дальневосточной авиакомпании. У нашей республики к созданию альянса на базе авиакомпании «Аврора» были свои видения и свои предложения, естественно. Насколько предложения республики будут учтены, что даст создание новой авиакомпании для жителей Якутии? Совершенно верно. Вопрос создания дальневосточной авиакомпании, использующей воздушные суда отечественного производства для обеспечения перевозки граждан и грузов в Дальневосточном федеральном округе, и в том числе из труднодоступных населенных пунктов, поручен, значит, президентом нашей страны и Министерство транспорта и Министерство Минвостокразвития Российской Федерации разработали соответствующую дорожную карту и активно обсуждают данный вопрос. Наша позиция нашей республики заключалась, значит, прежде всего, с точки зрения, мы всегда ставили позицию того, что сегодня у нас в республике имеются 3 авиакомпании, и создавать отдельную дальневосточную авиакомпанию, нам видится нецелесообразным, и, соответственно, это влечет за собой определенные риски для существующих авиакомпаний. Глава республики постоянно ставит этот вопрос, и с нами уже согласились практически все регионы Дальнего Востока, в том числе и Сахалинская область с авиакомпанией «Аврора». Мы буквально по инициативе республики, по нашей инициативе, буквально 3 сентября встречались в городе Хабаровске со всеми регионами и со всеми руководителями авиапредприятий. И, соответственно, где мы, во-первых, выработали консолидированную позицию по организационно-правовой форме альянса, и закрепили эти все договоренности протоколом. И продолжаем сейчас активно работать по уточнению, значит, маршрутной сети, уточнению потребностей в субсидировании и вырабатываем другие меры и механизмы государственной поддержки. Да, действительно, Министерство транспорта Российской Федерации должны до 15 сентября внести в правительство различные варианты создания данной авиакомпании. И 9 числа, завтра, планируется обсуждение этого вопроса на уровне министра транспорта Дитриха Евгения Ивановича с участием нашего главы. Ну и продолжая тему авиаперевозок и субсидирования, недавно были приняты изменения в правила субсидирования региональных авиаперевозок. Что они предполагают и как они повлияют на стоимость авиаперевозок и по каким направлениям это будет сделано? Да, действительно, согласно недавно вышедшему постановлению, значит, количество субсидируемых маршрутов по межрегиональным перевозкам, значит, увеличилось на 12 направлений. Всего их стало 26.
Значит, если рассказывать на примере, ну, это вот в основном эти маршрутная сеть подразумевает, значит, перевозки по таким крупным городам, как до таких крупных городов, как, значит, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. Если, допустим, сравнивать стоимость авиабилета, допустим, по направлению Якутск-Благовещенск, то стоимость билета, да и вообще в целом по всей маршрутной сети у нас стоимость авиабилета снизится не менее чем в 3 раза. Если до этого стоил билет Якутск-Благовещенск 18 тысяч, к примеру, то сейчас он будет стоить порядка 6. Если говорить в целом, когда, ну, по срокам, то буквально вот в ближайшее время должны приняться определенные там комиссионные решения, соответственно, распределиться соответствующие субсидии. Я думаю, в самое ближайшее время эти ценовые параметры, так скажем, для наших авиаперевозок по этим маршрутам уже заработают в полную силу. Ну, еще один очень актуальный вопрос – это паромная переправа Якутск-Нижний Бестях. Она каждое лето и в межсезонье становится местом многокилометровых очередей и пробок. Недовольство ее работой выливается в негативные комментарии в соцсетях и в том числе в адрес вашего министерства. Тем не менее, ежегодно предпринимаются же какие-то попытки улучшить работу переправы. Было создано и мобильное приложение с отслеживанием движения паромов, и видеокамеры устанавливались. Как решается этот вопрос сейчас и какие новые решения предлагаются? Ну и вдогонку, как будут работать паромы этой осенью до закрытия переправы? Ранее, в прошлом году, была принята дорожная карта, в рамках которой мы осуществляем благоустройство причальных территорий. Сейчас, буквально вот в последние недели, мы актуализировали данную дорожную карту. Будем двигаться по ней. На недавно прошедших совещаниях договорились с перевозчиками, что будем, значит, создавать единого оператора, который бы мог, ну, также там в форме альянса перевозчиков, который будет заниматься по сути благоустройством всей территории, как со стороны Якутска, так и со стороны Нижнего Бестяха. Перспективные планы благоустройства, значит, причальных территорий, они согласованы между перевозчиками и утверждены нашим министерством. И на сегодняшний день, если мы планируем со стороны города Якутска, уже есть определенные наработки и уже сформированы, если вы обратите внимание, сформирована некая территория под создание накопителя. И согласно, для обеспечения безопасности и организованной погрузки транспортных средств на паромы, соответственно, будет организована пропускная система шлагбаумная с оплатой проезда уже на берегу. Это позволит нам четко контролировать количество транспортных средств на паромах, четко контролировать количество пассажиров, соответственно, безопасно и организованно осуществлять их погрузку. Со стороны Нижнего Бестяха также мы планируем, есть перспективный план развития, мы планируем также организовать, соответственно, схему движения и благоустройства причальных территорий. Более того, мы предоставили сейчас субсидию из Дорожного фонда Республики администрации Мегино-Тонгаласского района для проектирования подъездной дороги, соответственно, для и объездной, круговой, так скажем, дороги вокруг накопителя уже со стороны Нижнего Бестяха. Я думаю, в следующем году ПСД будет готово, мы, соответственно, приступим к ремонту подъездных путей к паромным переправам. В целом работа будет продолжена.
приложение должно совершенствоваться. Все будет, по большому счету, должно уже по нашим планам со следующей навигацией должно стать централизовано и организовано, если можно так выразиться. С точки зрения осенних, паромной переправы в осенний период, но на сегодняшний день, в зависимости от погодных условий, будут применены также соответствующие ледокольные проводки для паромов. Из новшеств, так скажем, мы рассматриваем возможность организации также, соответственно, причальных территорий со стороны села Техтюр Мегино-Кангаласского района для обеспечения безопасности в период ледостава, когда наиболее есть опасность, чтобы не допустить ситуаций, которые были в прошлом году, когда у нас, если мне не изменяет память, когда у нас во льдах застряли паромы, и люди сидели, соответственно, замерзали и, соответственно, не имели ни еды, ни питья. Вот такую ситуацию постараемся не допустить. Владимир Михайлович, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо большое. До новых встреч. Это была программа «Актуальное интервью». На проблемах, связанных с транспортной доступностью региона и возможных путях решения, мы говорили сегодня с министром транспорта и дорожного хозяйства республики Владимиром Сивцевым. До встречи в эфире.